Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня у нас первый урок 4 четверти по курсу физики 9 класса. Начнем наш урок. Начнем с повторения темы «Ядерные реакции». Задания оцениваются определенным количеством баллов, которые вы себе выставите сами при проверке. Итак, задание первое. Определите недостающие ядра или частицы в ниже приведенных реакциях, применяя законы сохранения массы и заряда. За это задание дается 3 балла. Каждая реакция, правильно написанная, оценивается 1 баллом. Обратите внимание, что в реакциях есть вопросы, и нужно определить, какие ядра или частицы находятся на месте вопросов. Пожалуйста, подумайте. Давайте проверим. Вы применяли в написании реакции законы сохранения массы и заряда, поэтому сумма зарядовых и массовых чисел до реакции должна быть равна сумме зарядовых отдельно и массовых отдельно чисел после реакции. Проверим на одной реакции, например, на первой. Массовое число 27 плюс 1 получаем 28. После реакции 24 плюс 4 также получаем 28. И то же самое для зарядовых чисел. 13 плюс 0 – 13. И после осуществления реакции 11 плюс 2 – это тоже 13. Точно так же выполняются эти законы в написании следующих 2 реакций. Сейчас красным цветом выделены те ядра или частицы, которые вы должны были дописать. Следующее задание. Запишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бора 5,11 альфа-частицами и сопровождающуюся выбиванием нейтронов. То есть по описанию вы должны написать реакцию. Думаем. И проверяем. Вы должны были написать реакцию, происходящую при бомбардировке бора альфа-частицами. Следовательно, альфа-частица попадала в ядро бора. И это исходные ядра и частицы в этой реакции. Реакция сопровождалась выбиванием нейтронов. Обратите внимание, в продуктах реакции записан нейтрон. И мы должны определить, что же за ядро получилось. 11 плюс 4 – 15. 1 единица унесена массой нейтроном, остается 14. Зарядовые числа 5 плюс 7 до реакции, и нейтрон не изменяет заряда ядра, поэтому получается 7. Это ядро азота. Следующее задание. Какая частица выделяется в ядерной реакции, происходящей при бомбардировке ядра фтора альфа-частицами, если продуктом реакции является ядро неона 10,22? Думайте и записывайте реакцию. Проверяем. Вот реакция, которая происходит по описанию. И мы видим, что частицей является ядро протон, изотопа протия, то есть протон. Итак, вы можете подвести сейчас итоги своей работы, выставив баллы, поставив оценку и сделать соответствующие выводы, хорошо ли вы разбираетесь в написании ядерных реакций. А сейчас, ребята, вы можете записать тему урока «Термоядерные реакции». Сегодня на уроке мы узнаем, какие реакции называют термоядерными, условия осуществления термоядерных реакций и чем они отличаются от ядерных реакций.
Научимся записывать уравнения термоядерных реакций и рассмотрим энергетический выход термоядерных реакций. Запоминаем определение. Реакции слияния, или говорят синтеза, легких ядер, таких как водород, литий, гелий, находящихся в начале таблицы Менделеева, происходящие при температурах порядка десятков и сотен миллионов градусов, называются термоядерными. Запомнили определение. Для слияния необходимо, чтобы расстояние между ядрами приблизительно было равно миллионной от миллионной доли сантиметра. То есть ядра должны подойти друг к другу очень и очень близко. Однако этому препятствуют кулоновские силы. Они могут быть преодолены при наличии у ядер большой кинетической энергии. Особенно большое практическое значение имеет то, что при термоядерной реакции на каждый нуклон выделяется намного больше энергии, чем при ядерной реакции. Например, при синтезе ядра гелия из ядер водорода выделяется энергия, равная 6 мегаэлектронвольтам, а при делении ядра урана на один нуклон приходится 0,9 мегаэлектронвольта. Рассмотрим термоядерные реакции и их энергетический выход. Сейчас первой вы видите реакцию слияния протона и дейтрона H1,1 плюс H1,2. Ядра подходят друг к другу очень близко, объединяются, и в ходе этой реакции образуется ядро гелия с массовым числом 3. Гелий 2,3. Энергетический выход этой реакции на каждое ядро гелия приходится выход в 5,5 мегаэлектронвольта. Реакция слияния дейтронов, вторая реакция с образованием ядра гелия. В этой реакции ядро гелия образуется с массовым числом 3, поэтому в ходе реакции выделяется нейтрон, а энергетический выход составляет 3,3 мегаэлектронвольта. Следующая реакция – это реакция слияния дейтронов с образованием ядра гелия и выбросом протона. Энергетический выход реакции 4 мегаэлектронвольта. И последняя реакция на экране представляет собой слияние ядер дейтерия и трития с образованием ядра гелия уже с массовым числом 4. В ходе реакции выбрасывается нейтрон, а энергетический выход очень велик, составляет 17,6 мегаэлектронвольта. И этим энергетическим выходом термоядерные реакции отличаются от ядерных в том числе. Термоядерные реакции ядер дейтерия изотопов лития. Обратите внимание на энергетический выход этих реакций. То есть он достаточно велик. В первой 22,4 мегаэлектронвольта, а во второй это 15 мегаэлектронвольт. Все термоядерные реакции, как мы видим, имеют большой энергетический выход. Если сравнивать термоядерную энергию с энергией, выделяющейся при реакции горения, то синтез 4 граммов гелия, всего 4 граммов, эквивалентен энергии, выделяющейся при сжигании 2 вагонов каменного угля. Поэтому эти реакции, конечно, интересуют человечество как источник энергии. Обратимся к истории. Американский астрофизик и ядерный физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1967 года. В сферу его интересов также входили квантовая электродинамика и физика твердого тела. Этот физик сыграл ключевую роль в расчетах критической массы для атомных бомб и теоретического обоснования взрывного метода, применявшегося как при испытании Тринити, так и атомной бомбардировки Нагасаки бомбой «Толстяк». Спустя годы он напишет: «По сей день меня не покидает чувство, что я поступил неправильно.
но так уж я поступил. После Второй мировой войны Бетте выступал за ядерное разоружение и мирное использование ядерной энергетики. Присоединился к основанному Альбертом Эйнштейном чрезвычайному комитету ученых-атомщиков, боровшемуся против гонки ядерных вооружений. Был одним из главных научных голосов, добившихся подписания в 1963 году договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В 1995 году 88-летний Бетте написал открытое письмо, призывавшее всех ученых мира не принимать участие в любых работах, связанных с созданием ядерного оружия. Водородный цикл, открытый Бетте, это цепочка из 3 термоядерных реакций, приводящих к образованию гелия из водорода. Посмотрите, пожалуйста, на эти реакции. Первая реакция – слияние протия двух ядер, образование дейтрона и, соответственно, выброс позитрона и нейтрино. Во второй реакции из полученного дейтрона, к которому присоединяется опять протий или протон, ядро протия, образуется гелий. И в третьей реакции 2 ядра гелия с массовым числом 3 образуют гелий с массовым числом 4. Выбрасывается 2 протона. Этот водородный цикл объясняет то, что сейчас происходит на звездах, в том числе и на нашей звезде Солнце. Неуправляемые термоядерные реакции происходят, например, на Солнце уже миллиарды лет. Это неуправляемый термоядерный синтез. По одной из гипотез, в недрах Солнца происходит слияние 4 ядер водорода в ядро гелия. При этом выделяется колоссальное количество энергии. И второе. Это термоядерные реакции применяются в водородной бомбе. Вы видите сейчас на экране фотографию взрыва первой французской термоядерной бомбы «Канопус», которая была испытана 24 августа 1968 года во французской Полинезии. Водородная бомба – это тип ядерного оружия, разрушительная сила которого основана на использовании энергии реакций ядерного синтеза легких элементов в более тяжелые ядра, например, синтеза одного ядра атома гелия и 2 ядер атомов дейтерия, или дейтерия и трития, при котором выделяется огромная энергия. Самой мощной из испытанных бомб это водородная бомба мощностью 57 мегатонн, то есть 57 миллионов тонн тротилового эквивалента. Она была создана в СССР. Среди разработчиков были Андрей Дмитриевич Сахаров, Юлий Борисович Харитонов. Утром 30 октября 1961 года в 11:32 по московскому времени бомба, сброшенная с высоты 10 километров, достигла высоты 4000 метров над новой землей и была приведена в действие. Место взрыва напоминало ад. Землю устилал толстый слой пепла от сгоревших скал. В радиусе 50 километров от эпицентра все горело, хотя перед взрывом здесь лежал снег высотой в человеческий рост. В 400 километрах в заброшенном поселке были разрушены деревянные дома. Мощность взрыва в 10 раз превысила суммарную мощность всех взрывчатых веществ, использованных во Второй мировой войне. Вот, обратите внимание, взрыв, фотография первой советской водородной бомбы, которая разработана группой ученых под руководством Андрея Дмитриевича Сахарова и Юлия Борисовича Харитона. Работы по созданию бомбы начались в 1945 году, а испытана она была на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года. Сейчас данный
полигон находится на территории Казахстана. Самая первая водородная бомба, освоенная серийным производством и принятая на вооружение стратегической авиации. Окончание ее разработки 1962 год. Посмотрите, пожалуйста, видеофрагмент об испытании водородной бомбы. После длительных раундов тяжелейших переговоров представители трех великих держав – Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки – подписали в 1963 году Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах – в атмосфере, под водой и в космическом пространстве. Через некоторое время к договору присоединились и другие государства. Идея создания термоядерного реактора зародилась в 1950-х годах. В настоящее время управляемый термоядерный синтез еще не осуществлен. Термоядерная энергетика, в которой используется абсолютно нерадиоактивный дейтерий и радиоактивный тритий, но в объемах в 1000 раз меньших, чем в атомной энергетике, будет более экологически чистой. А в возможно аварийных ситуациях радиоактивный фон вблизи термоядерной электростанции не превысит природных показателей. При этом на единицу веса термоядерного топлива получается примерно в 10 миллионов раз больше энергии, чем при сгорании органического топлива, и примерно в 100 раз больше, чем при расщеплении ядер урана. Источник этот практически неисчерпаем. Он основан на столкновении ядер водорода, а водород – самое распространенное вещество во Вселенной. Проблемой термоядерного синтеза занимались в Советском Союзе Игорь Васильевич Курчатов, Андрей Дмитриевич Сахаров, Игорь Евгеньевич Там, Лев Андреевич Арцемович и Евгений Павлович Велихов. Я предлагаю вам сейчас посмотреть фрагмент «Термоядерный синтез. Энергия будущего». Преодолевая расстояние почти в 150 миллионов километров до Земли, мощность солнечного излучения неминуемо слабеет. На орбите нашей планеты она равняется примерно 1370 ваттам на квадратный метр. До поверхности доходит еще меньше, порядка 1000 ватт, но только днем, в ясную погоду и в экваториальном поясе. Остальное теряется в плотных слоях атмосферы. Но даже этого с лихвой хватает для поддержания жизни на Земле вот уже миллиарды лет. Осознав в первой половине 20-го столетия, какие именно процессы на Солнце генерируют энергию, ученые задумались, а что если воспроизвести технологию светила в земных условиях и завладеть энергией термоядерного синтеза? Удивительно, но столь фантастическая и на первый взгляд нереализуемая идея начала всерьез разрабатываться учеными по всему миру. Правда, до конца 50-х годов все термоядерные исследования были строго засекречены. Ведь мощь синтеза планировали использовать для создания оружия массового поражения. Термоядерный синтез как таковой достигнут на Земле. Пожалуйста, водородная бомба.
Но вопрос только один, что трудно использовать это в мирных целях. С тех пор, как на Земле впервые был осуществлен термоядерный синтез, прошло уже 65 лет. Однако приручить термояд и сделать его полностью управляемым все еще не удается. Одна из причин, почему ученые продолжают терпеть неудачу – сама плазма. В нагретой смеси дейтерия и трития постоянно происходят непредсказуемые процессы, которые изменяют ход реакции и ставят все новые вопросы перед учеными. Вроде бы это все очень просто, потому что там все, скажем, водород, который там, и его изотопы, они все в газообразном состоянии, они все ионизованные, электроны оторваны от ядер. Но их так много, что флуктуации приводят к появлению токов, токи приводят к появлению полей, и все вместе это приводит через обратные такие связи к тому, что ведет оно себя крайне сложно. И сегодня у нас на самом деле настоящей теории такой вот, которая полностью может вам определить, как себя ведет плазма внутри, такой установки нету. Единственный способ, с помощью которого можно изучить поведение плазмы, это экспериментальные исследования. По этой причине уже более 40 лет на установке Т-10 ученые зажигают разряды с термоядерной плазмой порой по 30 раз за день. Понять, по каким же законам она может жить на Земле – фундаментальная задача. Проблема использования термоядерной энергии по праву считается проблемой номер один современной науки. Ее решение позволит навсегда избавить человечество от угрозы энергетического голода, ведь моря и океаны содержат огромные запасы тех самых легких ядер, которые необходимы для термоядерной реакции. Каким же громадным и неисчерпаемым источником энергии сейчас располагает человек? Заставить служить эту энергию людям, что может быть благороднее и почетнее? Каковы же особенности применения термоядерных реакций? Практически неисчерпаемые запасы топлива, водорода. Топливо можно добывать из морской воды на любом побережье мира, что делает невозможным монополизацию топливных ресурсов одной или группой стран. И также нужно к особенностям отнести отсутствие продуктов сгорания, значит, не загрязняется атмосфера. К особенностям также можно отнести и то, что нет необходимости использовать материалы, которые могут быть применены для производства ядерных взрывных устройств. Таким образом, исключается возможность терроризма. По сравнению с ядерными реакторами вырабатываются радиоактивные отходы с коротким периодом распада, то есть радиоактивные вещества очень быстро исчезают. Что же нужно знать, ребята, по окончании изучения данной темы? Какие реакции называются термоядерными? Каковы условия осуществления термоядерных реакций? Нужно уметь знать и вычислять энергетический выход термоядерной реакции по аналогии с вычислением его для ядерных реакций. Мы рассматривали это на предыдущих уроках. Ну и, конечно, нужно понимать, уметь перечислять, где применяются термоядерные реакции. Ребята, а наш урок на этом окончен. Желаю вам успехов в домашней подготовке. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Напомню, что вы можете смотреть телеуроки по указанной ниже ссылке в любое удобное для вас время. До свидания.